сталкивается система здравоохранения республики, какие санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся в регионе и для чего они в целом нужны? На нашу горячую линию WhatsApp уже поступают вопросы. Это вопросы о лечении коронавируса, лечении лекарств, цен на них, дезинфекции, помещения и другие разные вопросы. Сегодня нам помогут на них ответить гости студии. Мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос можно по телефону студии 8 41 12 42 38 97 или по номеру горячей линии в WhatsApp 8 914 273 44 88. Но пока к нам поступают звонки, Иван, ты как кандидат медицинских наук, все-таки главврач главного республиканского медучреждения, можешь ли объяснить, почему статистика по коронавирусу по заболевшим так скачет? И вот, есть мнение, что на самом деле болеющих гораздо больше. Вот так ли это, на твой взгляд? Да, хороший вопрос, Ира. Но на самом деле уже об этом обсуждали и на кухне, и в социальных сетях, где только возможно. Вот почему такая статистика. Вот у меня знакомый заболел и так далее. Надо понимать, что в статистику попадают только те случаи, которые официально подтверждены. Это раз. У нас многие люди не обращаются в поликлиники, не обращаются в больницы, потому что у них, допустим, заболевание протекает бессимптомно. Или температура чуть повысилась, они подумали, это банальная простуда, чего я пойду в поликлинику, наоборот, коронавирус там цеплять. Но при этом они остаются заразными для своих родственников, в том числе для старшего поколения. И вот этот очень важный момент. Поэтому и статистика скачет. Понятно, что людей болеет больше, чем, допустим, статистика может все охватить. Это не значит, что кто-то кого-то там обманывает. Это вопрос исключительно в учете тех заболевших, которые реально выявлены. Теперь по поводу реального выявления. Анализы. Анализы, их огромное количество. Это ПЦР, это ИФА, ИХ. И опять же, никто не говорит о том, что анализы плохие и чего-то там кто-то не выявляет. Просто для каждого анализа есть свой период, когда он может поймать вирус. Если это ПЦР, то, соответственно, первое начало заболевания. ИФА – это уже реакция самого организма, когда вырабатываются антитела, и его можно там делать уже на вторую, третью неделю заболевания. Тот же самый ИХ, тоже он определяет антиген самого вируса. Методика забора, допустим, как взяли, в какой период и так далее. Это все отражается. Но у человека, допустим, могут быть симптомы ковида, а ПЦР отрицательный. И такое бывает, и об этом специалисты говорят. Поэтому самое важное, что анализы должен назначать врач, и, соответственно, их определять, где какой титр, и, соответственно, как его интерпретировать, исключительно медицинский персонал. Но вот все-таки о симптомах хотелось бы подробнее. Ты все-таки работала с ковидом, заведовала отделением, сам перенес коронавирус. И какие все-таки симптомы, как протекает заболевание? Надо понять, что у каждого симптоматика бывает разная. Это все индивидуально. И опять же повторюсь, что оценить состояние здоровья может только врач. Не блогеры, не соседка, там, допустим, твоя по лестничной клетке или какой-то знакомый. У каждого все индивидуально. У кого-то может температура подняться буквально 37,1, 37,2, и он этого даже не заметит. Особенно иногда женщины этого не замечают на фоне изменения гормонального фона. Мужчины сразу 37,1 чувствуют, все, в лёжку лежат, и это сразу ощущается. Далее у кого-то может присниться першение в горле, выделение слизистой носа, кашель, слабость, допустим, разбитость. Абсолютно ничего не хочется. Вот лежишь просто и ни на работу, не заниматься какими-то домашними делами. А у кого-то достаточно легко, у кого-то кишечная форма бывает. То есть симптомы разные, и течение болезни тоже у каждого может быть разное. У кого-то достаточно быстро все проходит, а у кого-то это усугубляется пневмонией и соответствующими осложнениями. У кого-то обоняние пропадает, у кого-то обоняние пропадает, у кого-то нет. То есть это тоже не говорят многие, вот я закашлял, температура поднялась, а обоняние не пропало. Это тоже не показатель. Но когда пропадает обоняние, скорее всего, 99,9, тут, скорее всего, да, это ковид. А я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать свой вопрос по телефону студии 42 38 97 или отправить сообщение по номеру горячей линии WhatsApp 8 914 273 44 88. И ситуацию в прямом эфире разъяснят гости нашей студии. С нами сегодня на прямой связи вечером министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, руководитель управления Роспотребнадзора по Якутии, главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева. Ну и следующий гость, представь ты, там много букв «Р». Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Саха-Якутия Евгений Иннокентьев. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и первый вопрос нашей горячей линии поступил. Я его адресую сразу министру здравоохранения Елене Ефраимовне. Какая есть альтернатива КТ, компьютерной томографии? Как узнать пневмонию, если врачи не приходят и анализы мы ждем уже 10-й день? Елена Ефраимовна. Еще раз добрый вечер. Да.
Вопрос интересный. На самом деле сегодня уже очень четко мы понимаем, что не обязательно компьютерная томография. Я не один раз уже об этом озвучивала, что компьютерная томография – это не панацея, и должно быть, как Иван Петрович тоже очень четко сказал, назначение должно быть только врача. Сегодня это и рентген. Мы иногда используем и флюорографию. Кроме того, на самом деле параметры пневмонии – это изменение функции дыхания. И здесь надо понимать, что частота дыхания, которую, в принципе, вы можете измерить самостоятельно, очень важный прагматичный признак. И это можно сделать как механически, условно, руками, как мы измеряем пульс, также и специальным прибором, например, пульсоксиметром, который продается в аптеках. Ну вот еще один из вопросов, да, который остается актуальным, и он к нам приходит по сети WhatsApp, это наличие противовирусных лекарств в аптеках республики. Почему в аптеках нет лекарств, которые выписывают врачи? Обошла огромное количество аптек, нет орбидола, азитромицина. Зачем тогда выписывают, если его нет продажи? Честно, я вот сам пару аптек специально обошел перед тем, как к эфиру готовился. Но орбидол, по крайней мере, я увидел, и часть из того перечня, что выписывают, есть. Но тем не менее, вопрос задают. Евгений Николаевич, наверное, вопрос к вам. Добрый вечер, уважаемые друзья. Действительно, вопрос лекарственного обеспечения и наличия лекарственных препаратов в аптеках – насущный вопрос. Сложность ситуации заключается в том, что в настоящее время пока есть сложности и у поставщиков, и у дистрибьюторов, потому что сейчас на уровне страны у производителей имеются какие-то проблемы, которые сейчас решаются на самом высоком уровне. Но, тем не менее, в настоящее время, по нашим данным, мы еженедельно проводим мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптеках. Препараты представлены. Я вот и на предыдущих эфирах докладывал, что в суммарном выражении у нас лекарственные препараты имеются. Например, на сегодня в городе Якутске, если брать город Якутск, в сети аптек Астра есть препараты все, в сети аптек Сахафармации по республике есть все препараты в большом количестве. Допустим, Сахафармации на вчера было 1736 упаковок интерферона и 112 упаковок орбидола, например. В сети аптек Сузмедфарм есть. В сети аптека Рослек и МУП аптеки города Якутска. То же самое, эти лекарства представлены. И в районах то же самое препараты имеются. Практически во всех районах. Это одно. Второе. Вот наши коллеги по стране, мы обсуждаем друг с другом в своей сети. Есть элементы ажиотажного спроса, когда люди берут в одни руки про запас очень много препаратов на знакомых, на родственников, на соседей. Поэтому хотел бы вот сейчас обратиться к работникам аптечных организаций, чтобы вы помнили о том, что есть препараты рецептурного отпуска, в том числе антибиотики, некоторые обезболивающие препараты. Вот, поэтому надо стараться вот выдавать именно с учетом того, что у человека есть рекомендация врача. Спасибо, Евгений Николаевич, за подробный ответ. Понятно. И мне сейчас говорят, что к нам дозвонился первый телезритель. Здравствуйте, вы на прямой связи со студией. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Это с Горного Алуса. У меня вот такой вопрос. Мой муж сдал 3 числа анализ на ПЦР, и до сегодняшнего дня нашего результата нету. Очень длительное ожидание результатов. Алло, слышно? Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Долгое ожидание анализов. В Горном Улусе. Да, вопрос был с Горным. Да, в Горном Улусе. Да. Я думаю, что на него Елена Елена Фраимовна ответит. Елена Фраимовна.
Значит, что касается анализов ПЦР, действительно, задача такая стоит, и Александр Сергеевич неоднократно перед нами ставил. Хочу отметить, что в нашей республике количество анализов ежедневно выдается свыше 6 тысяч исследований. Всего за весь период мы сделали уже свыше 600 тысяч исследований. Работает у нас сегодня 15 лабораторий. Но, к сожалению, за счет большого потока, в том числе, как мы выявляем в дальнейшем, до 40% необоснованных исследований, нагрузка у нас-то продолжается. Что сегодня сделано для того, чтобы уменьшить количество исследований? В первую очередь, значит, мы внедрили с 21 октября ИХА и ИФА исследования по всей республике. Кроме того, буквально в начале месяца этого глава озвучил такое предложение перед Татьяной Голиковой, и вчера она тоже его озвучивала уже, значит, перед руководством страны, о том, чтобы в арктической зоне, в отдаленных наслегах, где сегодня нет возможности развернуть ПЦР-исследования, где у нас большее количество дней уходит не на само, значит, определение результата, а именно на транспортировку, внедрить в том числе, значит, такие виды и утвердить их уже методическими рекомендациями, принимать к сведению, как ИФА и ИХА, что, в принципе, приняло положительный отклик, значит, с руководством страны. Я думаю, что будут изменены нормативные документы. Но даже не это важно. Самое главное, я хочу сказать, что сегодня для здравоохранения практически не важны результаты анализов. Сегодня мы ориентируемся на клиническую картину. Это для нас является главным составляющим. Самое важное — начинать лечение максимально рано, даже до результатов анализов. И это также не должно влиять на уровень госпитализации, потому что у нас есть два вида отделений, где уже подтвержденный ковид и где ковид под вопросом, так называемое провизорное отделение, где пациент может получить достойное лечение, не взирая на результат ПЦР. Второе, очень часто задаваемый вопрос: как же я буду ходить на работу? У нас вышел указ главы, ему практически уже месяц, с 13 октября, где четко регламентировано, что лица с признаками любой формы ОРВИ должны оставаться дома, как заболевшие, так и контактные с ними. Елена Фарионовна, спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь вместе с нами. У нас телефон в студии 42 38 97. По нему вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. А также вы можете пользоваться WhatsApp мессенджером. Телефон для этого 8 914 273 44 88. Оставайтесь с нами. Через 2 минуты мы вернемся.
Добрый вечер. Напоминаю, что вы смотрите программу «Якутия Лайв». Мы работаем для вас в прямом эфире и отвечаем на вопросы, связанные с COVID-19, о том, какая у нас ситуация в республике, с нашими гостями. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире 42 38 97 и через WhatsApp Messenger. Как раз вот буквально недавно поступил вопрос. Ира? Да, и не один вопрос. Почему не закрывают ночные клубы и как они вообще должны работать? Вот вопросов на эту тему несколько. Я думаю, что на него ответит руководитель управления Роспотребнадзора по республике Маргарита Игнатьева. Маргарита Егоровна, на каких условиях должны работать ночные клубы и развлекательные заведения сейчас в этот период? Здравствуйте. Хочу напомнить всем, что еще 27 апреля текущего года указом главы Республики Саха-Якутия была приостановлена деятельность развлекательных центров, ночных клубов, дискотек, караоке-клубов. Но так или иначе мы с вами понимаем, что они все равно на сегодняшний день как объекты общественного питания работали и работают некоторые. Поэтому по поручению главы Республики Саха-Якутия на решением оперативного штаба было поручено административной комиссии, в частности города Якутска, органам внутренних дел, Министерству предпринимательства, которые проводят еженедельно, практически ежедневно проверки вот этих вот заведений, которые нарушают требования указа главы республики. Я, как главный государственный санитарный врач по республике, вчера еще одно предложение главного госsanврача внесла в правительство с тем, что перешли и имеют работать. Поэтому сейчас готовится новый проект указа главы республики с тем, чтобы окончательно вот такого рода развлекательные центры, музыкальные залы, дискотеки, залы, они были закрыты. Угу. Да, у нас есть звонок в студии. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло, мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Можно вопрос задать? Это из города, Анастасия. Планируете ли еще разворачивание дополнительных инфекционных коек, потому что мест в стационаре не хватает. Например, в крупных городах региона, больших таких помещениях. Нельзя ли у нас тоже в городе такое большое количество инфекционных коек тоже открыть? А из какого города вы звоните? Из Якутска. Из Якутска? Да, из Якутска. Из Якутска. Ну, я думаю, что это вопрос к Елене Афраимовне опять. Да. Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что сегодня у нас в республике развернуто 2928 коек. Из них как раз большая половина, свыше 1500, они развернуты на территории города Якутска. Это почти в 2 раза больше, чем мы разворачивали весной. Максимальное количество в мае у нас было чуть больше 1700. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию по коечному фонду. При необходимости коечный фонд у нас увеличивается. Мы с мая месяца взяли за практику не занимать койки действующих стационаров, для того, чтобы не останавливать плановую помощь и экстренную. В том числе, вы видите, у нас работают и онкодиспансеры, офтальмологическая больница, РБ-1, РБ-2, кардиопомощь оказывается. Разворачиваем мы чаще всего ее на базе общежития Северо-Восточного федерального университета, за что им большое спасибо, и прочих зданий, которые нам выделяет оперативный штаб. И буквально недавно нас посещал научно-медицинский исследовательский центр города Москвы в фтизиопульмонологии, которые являются кураторами, в том числе по ковиду по всей стране. И они отметили как раз наш опыт по развертыванию коечного фонда как положительный. И сегодня такая практика применяется во всех регионах. Спасибо, Елена Афраимовна. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы на прямой связи со студией. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Я хочу попасть к нему глазному, чтобы укол получить глаза 3 штуки. Один глаз ничего не смотрит, а там 8 перепонов. В 5-ю иди. С 5-й направление возьми, с направлением ковид сдай.
Это все там, сифилис, туда-сюда. Это что такое-то вообще? Все, вопрос понятен, видимо, отвечать мне. Ну да, как главному врачу Значит, офтальмологической хорошо. Я надеюсь, клиники. что вы свои контактные данные оставили. Значит, мы с вами свяжемся. Сейчас у нас есть две возможности записи в офтальмологическую клиническую больницу. Первая – это по направлению от поликлиник через систему «Медведь». И вторая – через портал ЕР-14. У нас открыта самозапись для пациентов. Сейчас госпитализируют в течение 2-3 дней пациенты после проведения необходимых обследований. Поэтому мы сроки все сократили, и люди максимально короткое время находятся на койках. Так, ну следующий вопрос у нас поступил с горячей линии. Я думаю, что телезритель услышал твой ответ. Надеюсь. И вот много вопросов есть на тему самостоятельной дезинфекции. То есть как ее самому провести и в каких вообще возможно ли это, насколько это поможет самостоятельной дезинфекции. Маргарита Егоровна, расскажите, пожалуйста, какие меры будут эффективными? Конечно, в домашних условиях мы сами можем провести дезинфекцию всех поверхностей внутри помещения. Ну, во-первых, если у вас в квартире или в доме есть больной ковидом, максимально его, конечно, надо было бы отгородить, если есть такая возможность, в отдельную комнату. Выделить больному отдельную посуду, отдельное полотенце, отдельное постельное белье. И проводить ежедневно влажную уборку всех помещений, всех поверхностей. Особенно я прошу обратить внимание хозяек на дверные ручки, выключатели, о которых мы всегда забываем. Обычно мы моем пол, там на кухне поверхности, использовать бытовую химию. Но сейчас много в аптеках и магазинах продаются хлорсодержащие, очень удобные в применении таблетки. Одна таблетка такого хлорсодержащего препарата на ведро воды. И обработать после мытья с мыльным раствором, вот таким вот раствором с хлорсодержащими какими-то препаратами. Но еще надо, конечно, обратить внимание на бытовую технику, смесители, особенно вот туалетные комнаты. Поэтому ежедневно эту уборку надо проводить, ее проводить необходимо. Вот эти мягкие поверхности, которые нам сейчас на экране показывают, диваны, ковры, паласы, это обязательно надо пылесосить. Ну и, конечно, хорошо было бы использовать дома, кроме режима проветривания постоянного, рециркуляторы. Они сейчас имеют широкое применение как в школах, в детских садиках, во всех учреждениях, так и есть дома. Их мощность рассчитывается, исходя из квадратного метра, и можно обыкновенно, обеззараживать воздух в помещениях еще и лампами кварцевыми, которые тоже есть в аптеках. Спасибо, Маргарита Егоровна. Ну вот нам пишут из Алдана, я так понял, да? Вот в аптеках Алдана нет орбидола, гриферона. Значит, как быть в этой ситуации, когда врачи это назначают? Евгений Николаевич, наверное, вам вопрос. Да, действительно, вот я сейчас по таблице посмотрел, в Алдане есть определенный дефицит этих препаратов. Ну, в данной ситуации врачи должны все-таки применять и рекомендовать какие-то другие заменяющие препараты. Поэтому рекомендация будет такая. Слышно? Все, да? Да, спасибо, Да, Евгений спасибо Николаевич. за ответ. Вот еще один по WhatsApp поступил вопрос, даже не вопрос, а такое объемное сообщение по поводу того, что Минздрав Якутии выселяет из служебной квартиры фельдшера ковидной бригады. Николай Максимов, фельдшер ковидной бригады, в общем, каждый день он на работе, и теперь от него требуют освободить служебную квартиру. Елена Фраимовна, прокомментируете? Да, Ирина, я так и ожидала такой вопрос, поскольку вчера достаточно большой резонанс был. Но мне бы хотелось бы в первую очередь обратить внимание, что журналисты у нас берут новость интересную, выставляют ее в таком ярком свете, не понимая общей сути. В действительности же происходит таким образом, что это решение суда, которое вступило в силу 29 ноября 2019 года, то есть год назад. Человек не подал апелляцию, не подал каких-либо защиту своих прав. Соответственно, практически год, работали судебные приставы по этому делу.
В итоге вот принято решение, что должен человек освободить все-таки квартиру. Квартира – это служебного пользования, то есть эта квартира принадлежит медицинской организации, и там есть определенные правила проживания. Если человек увольняется с места работы, соответственно, служебное жилье он должен освободить. Данная квартира должна перейти по очереди, которая устраивается в медицинской организации, точно так же с соблюдением всех правил, что это должны быть люди, значит, КМНС, медицинские работники. И в данном случае это семья из 2 медицинских работников, муж, жена с малолетним ребенком, которые практически год ожидают освобождения этой квартиры. Еще раз повторю, это решение судебное. Министерство здравоохранения исполняет судебное решение. История еще доковидная, получается. И у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос. Повторно, да? Медлайн сдали анализы. Угу. Там написали, результаты написали антитела обнаружены антитела, а потом второй у него там отрицательный стоит. Поэтому мы побоялись, и вот вчера тоже заново сдали в КВД, второй анализ сдали, а там отрицательное стоит. Мы вот не знаем, что делать, он действительно или болен, или так анализы неправильно показали, или кому верить здесь этих лабораторий. А G сколько показал? А? А G сколько показал иммуноглобулин? М отрицательный, а G? Отрицательный показал. Оба отрицательные. Оба отрицательные. Сам ответишь? Пожалуйста, коллеги, кто готов ответить на этот вопрос? Вопрос Иван Петрович, я думаю, что вы и сами готовы ответить на этот вопрос. Да. Разные результаты в разных клиниках. Но прокомментирую то, что если отрицательный М и G, соответственно, ковид не обнаружен. Ну вот там в клинике, когда Медлайн сдавали, там положительный был М, а G был отрицательный. Вот так понятно. Вот бывает такое или не бывает? Бывает, как вы в самом начале, Иван Петрович, сказали, нужно смотреть от стадии заболевания. То есть, если второй раз повторили, М нет буквально через сутки, то, соответственно, возможно, какие-то погрешности, в том числе по состоянию. То есть, надо смотреть, какой день заболевания. И то есть последний анализ, скорее всего, будет верным. И у нас есть еще можно я добавлю? Да, да, конечно. Я бы рекомендовала этой женщине все-таки сдать анализ ПЦР. Поэтому раз в одном из анализов иммуноглобулин М был, это говорит о том, что все-таки начальная стадия какая-то заболевания есть. Поэтому надо сдать ПЦР. Спасибо, Маргарита Егоровна. И у нас есть еще... Так, ну что, по WhatsApp у нас поступают вопросы. Как не заболеть? Ну вот были вопросы, которые заранее поступали, потому что мы анонс программы сделали за пару дней. И вот Маргарите Егоровне на этот вопрос: какие меры профилактики вы посоветуете, чтобы как максимально оградить ребенка от ковида? Я бы рекомендовала всем родителям воспитывать гигиенические навыки у своих детей. Смотря какой возраст у ребенка, со скольки лет в каждой индивидуальной семье ребенка можно приучить носить маски в общественных местах. Я бы рекомендовала приучить их к гигиене рук, постоянно мытью рук. После, я не знаю, там, детского сада, после улицы, после каких-то прогулок, после посещения каких-то объектов. Не рекомендую детей с собой брать в магазины, если нет такой строгой прямо вот необходимости, да, что если там мама одна, воспитывать ребенка не с кем оставить, дома не оставишь, тогда в магазин. Ну тогда надо маску. И социальная дистанция. Я вот, например, летом наблюдала в парке культуры и отдыха, когда мамочки не могут за своими маленькими детьми уследить, и они вот, конечно, хотят какого-то общения со сверстниками, там, с голубями, с белочками, поэтому социальную дистанцию трудно. А некоторые мамы, у кого была такая возможность, выезжали более там, такие, где людей мало, например, чтобы ребенка обезопасить от
и социальную дистанцию какую-то соблюдать. Ну и, конечно, самое первое правило – это правило личной гигиены. Воспитывайте любовь к чистоте своим личным примером. Тогда дети будут... Спасибо. И у нас есть звонок? У нас есть звонок. Здравствуйте, вы на прямой связи со студией. Ваш вопрос, пожалуйста. У меня два вопроса. Первый вопрос. Результаты вскрытия показали такие данные. Анализ легких отрицательное, анализ трахеи отрицательное, а анализ селезенки положительное на COVID. Как такое может быть? И второй вопрос. Почему тело умерших, якобы от ковида, не прикрывают хотя бы одноразовыми костюмами? Наша сестра лежала голой, завернутой в черный полиэтиленовый пакет, так и положили в гроб и похоронили. Понятно. Наши соболезнования вашим, мы понимаем вашу горечь, и давайте адресуем этот вопрос нашим гостям. Елена Фарионовна, пожалуйста. Значит, я тоже не могу не сказать слова соболезнования к такому горю в семье. Что касается ПЦР, нахождения в том или ином органе, это говорит о уровне проникновения вируса. Мы понимаем, что вирус проникает через, чаще всего, ротоносоглотку, в дальнейшем опускается ниже. Ковид, как мы уже знаем, все-таки этот вирус, который поражает больше сосудистые стенки. И это говорит об уровне поражения заболеванием, органов и систем. Что же касается захоронения, то действительно есть определенные правила, которые прописывают форму захоронения таких пациентов, погибших от ковида. Там есть определенные противоэпидемические мероприятия, в том числе проведение, обработку, скажем так, уже человека, трупа, да, с специальными хлорсодержащими средствами, которые не допускают, грубо говоря, одевания, лишнего изменения соприкосновения с телом одежды. Спасибо, Елена Фраимовна. Но еще один вопрос, наверное, мы успеем задать. Из WhatsApp очень много вопросов о том, что сложно дозвониться до колл-центров больниц. Евгений Николаевич, вот куда обратиться, чтобы наверняка быть услышанным? Ну да, сейчас тема дозвона до горячей линии, до колл-центра, она, конечно, актуальная. Недавно вот мы анонсировали, что в городских больницах появились новые номера, добавили число операторов на горячую линию. И все-таки технические проблемы имеют место быть временами. Например, я вчера не мог дозвониться до городской больницы номер 3, но сегодня я лично тоже тестировал и за 1,5 минуты дозвонился. Поэтому я выразил свою признательность главному врачу ЕГБ номер 3. И также вот все-таки проблема дозвона решается по другим медицинским организациям. Спасибо, Маргарита Егоровна. Вот быстрый вопрос и быстрый ответ. Нужно ли соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если человек прибыл из-за границы? Нет, такого требования сейчас нету. Прибывшие из-за границы граждане Российской Федерации, они должны в 3-дневный срок сдать анализ ПЦР и через госуслуги это в систему туда этот результат получить. Хорошо. Ну, вопросов на самом деле поступило к нам на горячую линию нашего прямого эфира огромное количество. Тот же самый на WhatsApp Messenger. Безусловно, время эфира не позволит охватить все вопросы. Мы максимально постараемся подготовить ответы на них. И наша программа теперь будет выходить постоянно. Каждую неделю. Поэтому мы вернемся обязательно к вопросам, которые не прозвучали сегодня на следующей неделе. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии были в гостях руководитель Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Маргарита Игнатьева, министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Елена Борисова и руководитель территориального органа Росздравнадзора Евгений Иннокентьев. А в студии для вас работали Иван Луцкан и Ирина Ефимова. До встречи.